Читаем парламентскую газету от 2 ноября 2017 года под номером 40. Статья «Вредную еду промаркируют». Роспотребнадзор предлагает начать маркировать продукты. Зеленой наклейкой будут помечать безопасный продукт, желтую продукцию, которую нежелательно давать ребенку. С красной отметкой ребенку есть будет и вовсе опасно. В ближайшее время разработанный ведомством законопроект об ужесточении административной ответственности для производителей, которые нарушают права детей и других уязвимых групп населения, поступит на рассмотрение в Государственную Думу. По данным Роспотребнадзора, почти 70% детского питания на рынке сегодня приходится на импорт. Однако количественно большая доля иностранной продукции не гарантирует ее качество. Как помочь российским предпринимателям в борьбе с заграничными конкурентами и как улучшить питание в образовательных учреждениях, пытались решить участники парламентских слушаний, организованных Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В сегменте детского питания на данный момент больше всего фальсифицированной продукции. Особенно это касается продуктов для самых маленьких. В 2008 году по обращению Роспотребнадзора с прилавков срочно изымали молочную смесь, вызвавшую мочекаменную болезнь у новорожденных. В 2012 году в продажу на российском рынке поступила рисовая каша для питания детей с 4 месяцев, загрязненная патогенными микробами. Многие импортные каши, пюре и соки не вызывают отравлений, но все равно небезопасны для детского организма. Во времена СССР, напомнила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, проверяли не только само детское питание, но и сырье, из которого его производят, почву, на которой растут злаки, фрукты и овощи для детского меню. Это было необходимым требованием ГОСТа, выполнение которого положительно сказывалось на качестве и безопасности продукции. И недаром в ведомстве призывают к такому контролю вернуться. Немало проблем, как отметили участники парламентских слушаний, и в школьном питании. Современным школьникам, как выяснилось, не хватает белка, овощей и фруктов. Молоко, а это важнейший источник кальция, подростки тоже не жалуют. А вот трансжиров, соли и сахара среднестатистический школьник потребляет гораздо больше, чем следует. Рынок детского питания – один из самых перспективных для развития импортозамещения. Озвучил мнение Палаты регионов председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин. По поручению председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко сенаторы примут участие в разработке закона о детском питании. А уже через 4-5 лет в отделах детского питания будут продавать в основном российские соки, каши и пюре. Что запрещено продавать в школьном буфете? По нормам Российской академии медицинских наук. Жареные в масле, жире изделия, пирожки, пончики, картофель и прочее. Маринованные овощи и фрукты. Кофе натуральный и другие стимуляторы. Блинчики с мясом, кремовые кондитерские изделия, костные и грибные бульоны и пищевые концентраты на их основе. Сырокопченые мясные изделия и колбасы. Холодные напитки, морсы собственного приготовления, квас. Закусочные консервы, соусы типа майонеза, сухарики со вкусоароматизаторами, острые приправы, газированные напитки и арахис. Статью подготовила Светлана Заверняева. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.